Обнаружить древо памяти среди голых деревьев парка не так-то просто. Металлическая конструкция сливается с пейзажем и издалека кажется маленьким деревом. Она так и называется – дерево памяти. И установлена в честь первого освобождения Ростова-на-Дону от немецких захватчиков осенью 1942 года. Открытие прошло скромно, без лишней помпы. Поисковики своими силами сварили композицию и попросили руководство Донского государственного технического университета разместить ее в студенческом парке. Теперь редкие прохожие здесь, конечно, выступают за сохранение исторической памяти, но не всегда понимают, почему это сделано таким странным способом. Наверное, это лишнее напоминание молодому поколению, как это страшно. Памятник уже один есть людям, которые защищали вот такой. Этот красивый, оригинальный, но я не поняла смысла его. Ствол дерева – это пушечные снаряды, а все сварочные работы выполняли на одном из секретных военных заводов Ростова. О стоимости произведения ничего не известно. Судя по всему, она весьма скромная. Из наиболее ценных деталей здесь только мемориальные таблички с двух сторон. Все остальное – законная добыча ростовских поисковых отрядов, которые сами придумали такой образ памяти и победы и сами нашли способ его, так сказать, воплотить в жизнь. Авторы скульптурной композиции особенно отмечают тот факт, что все части древа памяти – это настоящие мины, найденные на полях сражений Ростовской области. А в Донском государственном техническом университете говорят, что когда давали ростовским поисковикам разрешение разместить древо памяти в студенческом парке, не оценивали его художественных качеств. Елена Романова. Настоящее время.